Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала и меня. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, есть ли у него чувство к вам или он уже остыл. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, есть ли у тебя чувство ко мне, либо ты уже остыл. И давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, мои хорошие, есть ли у него чувство к вам? Да, чувство есть. Но, минутку внимания, это чувство обиды. Обиды, ревность, какая-то даже обозленность у кого-то отыграется. Мужчина крайне расстроен. У мужчины, как все рухнуло, понимаете? Вот прям жизнь рухнула. Девочки, у кого-то из вас отыграется, что мужчине на вас наговорили. Наговорили очень много гадостей, глупостей. Прям ложь такая, знаете, страшная, черная. Такая вот прям тягучая, вонючая ложь. Оговорили вас, девочки, оговорили. Такие какие-то сплетни пошли о вас. Либо, знаете, как специально человек вот прям как подтасовал факты. Может быть, даже каких-то свидетелей подговорил. Очень много гадостей о вас ему рассказали. Вот совсем недавно это произошло. Может быть, вы сейчас, в принципе, с ним не общаетесь, может быть, как-то разошлись, может быть, вместе проживаете, но явно он на вас искоса смотрит и такой стал чужой и холодный. Для тех, у кого все хорошо, кто, как и прежде жил-живет, это не ваша отсыпка. Здесь мужчина обиженный, холодный, колючий, отстраненный вышел. Да, такой именно пришел. Наговорили, оклеветали, наговорили, грязи очень много вылили. Здесь у кого-то острое желание ваши отношения разрушить. Для кого-то, девочки, вы прям угроза номер один. Кому-то вы очень сильно мешаете, как физически даже мешаете. Если этот мужчина не свободный, понятно, от соперницы прилетела, причем она тут, видите, как постаралась, возможно, даже как не пожалела ни сил, ни средств. Кстати, у кого-то даже может отыграться, что на мужчину могло быть совершено такое достаточно серьезное воздействие. Воздействие в плане затуманивания, задурманивания его мозгов. Может быть, мамашка его против вас, почувствовала, что теряет вожжи правления над своим мальчиком. И давай вас грязью полоскать, обливать. Притащила каких-то свидетелей, которые прям на Библии поклялись, что видели, что вы с 10 мужиками были. Какие-то глупости, очевидно, глупости, наговор, клевета и желание разбить. У мужчины такое сильное потрясение, как действительно земля ушла из-под ног. Ведь он вас очень любит, очень любит. Да, может быть, он об этом не говорил. Да, может быть, он не проявлялся, как влюбленный Ромео. Но тем не менее, девочки, вы его любовь настоящая, искренняя. И я так понимаю, единственная его любовь. Кто сейчас не вместе, кто смотрит на мужчину, с кем вы разошлись, развелись, в паузе находитесь, он дурачком стал, девочки. Вы спросите, может быть, общих знакомых. Он осунулся, сам на себя не похож, весь такой неухоженный, неопрятный, потерял прям интерес к жизни.
знаете, вот, ну, такая жертва, да, психологическая жертва, полная апатия у него. Вот внешне выглядит как полная апатия, а внутри у него слезы. Слезы кровавые тут. Так, хочется прям зверем выть. Очень тяжело без вас. Почему-то он не видит пути на примирение. Либо он, может быть, даже как-то эмоционально не готов с вами говорить. Он боится своих реакций, он боится, что он не сможет сдержаться. Он думает, ой, я могу что угодно там сказать и сделать, поэтому лучше не надо. Этому мужчине нужно время. Нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы успокоиться, чтобы, ну, хотя бы трезво начать думать. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина с горя начал пить. Да? Ну, как бы утешает себя алкоголем. Здесь явно алкоголь. Даже если мужчина у вас ранее был не пьющий, то здесь запросто. Вот, в бутылочку мог залезть и, скорее всего, залез. Вот. И тут, представляете, этот пьяный угар, эти пьяные истерики, эта болька, он же не лечит алкоголь, да, как там принято, что типа притупляет боль. Не, ничего не притупляет, наоборот, еще больше тормошит и ворошит. Вот, он этого не понимает. Состояние сейчас у него просто, можно сказать, критическое. Критическое, он себя доводит, он отказывается от любых контактов, от любой помощи, не только вашей, но и, например, там, друзей, знакомых, той же, опять же таки, семьи. И если это сделала с ним, ну, скажем так, ваша соперница, либо мамашка его, то я вам честно скажу, уже пожалела. 100 раз пожалела, может и 1000. Потому что такой реакции эта женщина не ожидала. Его основной вот этот, ну, как негативный посыл, злость, обрушилась именно на нее. Понимаете? Не на вас, а на нее обрушилась. Поэтому сейчас эта женщина выгребает. Выгребает она по полной, сама себе не рада. Вот, знаете, как думает, о, Господи, если бы я знала, я бы никогда этого не сделала, да, либо никогда бы этого не сказала. Но что сделано, уже назад не отмотаешь, не вернешь. Теперь надо думать, как это все разрешить. Девочки, если мама вас разбила, его мама, она к вам придет, конечно, всего не расскажет, но она вас будет просить, а кого-то даже будет умолять, чтобы вы, ну, скажем так, пошли с мужчиной на контакт, чтобы вы там с ним поговорили, чтобы вы его попросили вернуться обратно в социум, да, а то он куда-то вот у вас улетел на другую планету. Вот, будет вас просить, будете еще с ней как-то вот сотрудничать, да, в коллаборацию вступать, чтобы мужчинке этому помочь. Если соперница, ну, девочки, он весь гнев обрушит против нее. Он явно от нее уйдет, тут уже она, ну, ничем его не удержит, без вариантов. Да, у кого-то больше времени уйдет на эту ситуацию, у кого-то меньше. Но тем не менее, с той женщиной он не останется. Весь свой гнев на нее обрушит. Вот это вот начало конца. Вот если бы она там сидела тихо, не рыпалась, может быть, еще какое-то время она с ним совместно продлила. А видите, как решила всех обхитрить, решила, что она самая умная, как самая крутая, да. Ну, теперь получай и теряй, как говорится. Там уже его ничего не остановит. Так, еще важный момент по поводу его чувств. Вот в целом, если вот вы спрашиваете, за что, почему это произошло, но это идет испытание на прочность вашей любви. Причем не только на прочность любви и силу любви мужчины к вам, но и на вашу к нему. Понимаете, девочки? Вы его в ближайшее время увидите, либо что-то о нем узнаете, что действительно вас потрясет. Таким вы его еще никогда не видели, не знали. И задумайтесь, да, вы задумайтесь. Честно скажу, кто-то из девчонок даже испугается, что ваш вот мужчинка может быть таким. Будет о чем подумать. И вы для себя тоже будете решать, как быть с этим человеком, либо прощаться, забывать, как говорится, раз и навсегда. Так, еще важный момент.
Я хочу, чтобы вы знали, что этот мужчина, вот что бы между вами дальше не было, как бы ни сложилось между вами, потому что я вижу тут разные варианты, я вам позже об этом скажу. Вы должны знать такую вещь. Этот человек любовь к вам пронесет через всю свою жизнь. Он будет вас любить до последнего своего часа на этой земле. Вот так скажем, да, до последнего вздоха. Он будет вас любить. Он никого не любил так, как вас, и никого никогда не полюбит так, как вас. Да, в жизни так бывает. Вот такие сильные чувства, их тоже можно испортить, либо не найти в себе смелости, да, отказаться там от своих страхов и подозрений, отказаться от такой любви, да, бывает. У каждого своя ситуация, у каждого свои мужчины, у кого-то посмелее, посильнее справится, очухается, придет в себя, подумает, честно себя спросит, скажет: пофиг, я ее люблю, я хочу быть с ней, и к вам придет. А у кого-то мужчина так и будет туда-сюда маяться. Все в жизни бывает, девочки, все. Надо относиться с пониманием. То, что вам перебили, так это 100%. Вы не сами по себе вот так разошлись, поругались, либо охлаждение между вами пошло. Не само по себе. Здесь идет именно подтачивание вашей любви. Такая целенаправленная работа на то, чтобы вас рассорить, разлучить и разбить вашу пару. То есть специально люди работали над этим. Грех большой на себя брали. Так, девчонки, сейчас такую вещь скажу. Только держитесь крепко, да, не падайте в обморок. По поводу вашего будущего. Смотрите, я вижу, что кто-то из девочек мужчину этого на ноги поставит, да, примет эту ситуацию, простит, 100% простит и поддержит этого человека, на ноги поставит. У вас с этим человеком будет какой-то отъезд, переезд, и как новое начало на новом месте. Скорее всего, мужчина бизнесом займется, либо каким-то делом своим займется. Вы будете его поддерживать, вы будете его всячески там подбадривать, может быть, даже идеи какие-то давать. Вместе, может быть, будете работать. Хороших результатов добьетесь, очень хороших. Чем дольше вы будете вместе, тем добрее будут становиться ваши отношения. Именно добрее. Вы научитесь договариваться, вы научитесь там в нужный момент помолчать, глаз прикрыть, и он то же самое. Здесь хорошие отношения, счастливая семья, брак, со всеми вытекающими. Если вы, скажем так, девушка гордая, да, и себе цену знаете, плюс, возможно, и мужчина мог вас обидеть, либо обижал, может быть, даже в прошлом, тут вы будете думать, будете смотреть на его поступки, на его реакции. Если вы, скажем так, от него откажетесь, вы не пропадете. Абсолютно не пропадете. Вы замечательная женщина. Это большое благо, это чудо, да, если такая женщина полюбит. Высшие силы вами наградят достойного человека, потому что вы идете именно как женщина ресурсная, как награда. Вот как вы умеете любить, заботиться, пойди поищи такую женщину. Одна вы точно не останетесь. И у кого-то из девочек вот прямо на пороге новый человек идет. Совершенно новый, интересный. Закрутится, завертится, а вы об этом уже даже и не вспомните. Вот что, мои хорошие. Дайте ему время на прийти в себя, успокоиться, а дальше посмотрите, что будет происходить. За вас я не беспокоюсь, я вижу, что у вас все хорошо будет. Вы пробивная, вы сильная, и с вами высшие силы рядом. Вы посмотрите, какой вы фигуркой вы-то вышли, красивая, смотрите. Большая, красивая, на ногах четко стоит. А мужчина ваш, он сбоку припеку, да, какая-то козявка. Он слабенький. На самом деле он слабенький. Да. Жалко прямо его, жалко. Что поделаешь, вот такая жизнь. Вот такая жизнь. Меньше надо было там думать, сомневаться и строить из себя. Девчоночки, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.